Национальный образовательный портал, который образовался в 2014 году, на своих страницах кликнул самых талантливых, самых мужественных, способных учащихся из всех регионов страны, разного возраста, вот буквально со дня своего образования. Интернет-олимпиада, в которой вы приняли участие, у нас уже проходит 3-й раз. Первая олимпиада у нас была такая же многонаправленная, многокомпонентная, открытая по учебному предмету «Всемирная история». Следующая олимпиада у нас была по учебному предмету «Информатика». А вот интегрированной она стала только в этом году, объединив учебные предметы белорусскую литературу и русскую литературу. Это своего рода знаковая олимпиада. Спасибо, что вы приняли в ней участие. Барика Василина, 9 класс, гимназия номер 1 города Жлобина. Рада представить вашему вниманию проект электронного школьного журнала «Литературный вестник. От истоков до современности». Целью нашего проекта является популяризация чтения как способа развития личности учащихся средней школы через применение современных технологий и актуальный подбор материала. Наша задача заключается не только в том, чтобы заинтересовать подростков в чтении литературы, но и в том, чтобы направить эту заинтересованность в правильное русло. Известный гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал литературу совестью и душой общества. Именно поэтому наш проект направлен на самую любознательную аудиторию, учащихся средней школы, и имеет высокую социальную значимость. Исследовательский характер работы позволил совмещать в себе современный формат. Это и интернет-задания, и опросы, и литературный челлендж, а также открыл возможность окунуться в мир не только русской, но и мировой литературы. Данный проект электронного школьного журнала, на наш взгляд, поможет решить конкретную задачу привлечения молодого поколения к чтению литературы. В следующем году этот журнал планируется запустить как ежемесячный школьный журнал. Цудоўная олимпиада, интернет-олимпиада по русской и белорусской литературы, цудоўны увогуле проект, организованы Национальным институтом адукации при падтрымцы выдавецкага дома «Звезда» и выдавецтва «Аверсэф». Цудоўны тым, што дазваляе спалучыць літаратуру і інтэрнэт-тэхналогіі. Самае галоўнае – вылучыць тых вучняў, якія захапляюцца беларускай або рускай літаратурай і пры гэтым сваю захопленасць інтэрнэтам пусцілі ў такое рэчышча, якое прыносіць карысць і ім самім, і іх сябрам, аднакласнікам, тым, хто вучыцца з імі ў адной школе, ў адной гімназіі, і нават настаўнікам, прычым не толькі настаўнікам сваёй школы або гімназіі, але нават і тым настаўнікам, якія проста даведаюцца пра існаванне такога праекта і могуць выкарыстоўваць яго ў сваіх уроках. Вот не тая захопленасць інтэрнэтам, на якую мы сварымся, якую мы крытыкуем, а тая захопленасць інтэрнэтам, якая прыносіць карысць. І пры гэтым такое дзіўнае спалучэнне, менавіта не з інфарматыкай, а з літаратурай, з творчасцю пісьменнікаў звязана вот такая дзейнасць. Гэта проста цудоўна. Мы учора прысутнічалі як члены журы на адборы лепшых работ, на выбары тых, каго можна ўзнагародзіць. І асабіста мае сімпатыі таксама там знайшліся, акрамя таго, што ёсць афіцыйныя месцы, ёсць яшчэ спецыяльныя прызы ад часопіса «Маладосць». Гэтыя вучні атрымаюць у падарунак кніжкі пра часопіс «Маладосць». Цудоўная нагода падчас святкавання 65-годдзя часопіса уручыць дзецям апантаным літаратурай такие книжки. Так получилось, что в этом году я возглавила жюри интернет-олимпиады по белорусской и русской литературе. Эта олимпиада уникальная. Она проводилась в нашей стране впервые в таком масштабе. В этой олимпиаде принимали участие на первоначальном этапе, зарегистрировались для участия 3500 учащихся нашей страны. Такого наплыва не ожидал никто. Популярность олимпиады
наверное, создало то, что первый этап данной Олимпиады был дистанционным. Он проводился с помощью сетевых технологий, с помощью интернета. Естественно, все, что касается компьютеров и прочих гаджетов, наших детей очень привлекает. Поэтому, наверное, у нас была такая популярность. У нас была очень сложная задача на первом этапе из вот этого огромного количества, просто огромного количества грамотных, талантливых детей выбрать, ну, самых-самых, которые смогут преодолеть еще два очень сложных этапа. Очный этап состоял из двух частей. Первая часть – это была часть творческая. Ребята готовили проекты, связанные с литературой, связанные с искусством, связанные с языком. Перед ними стояла очень сложная задача за 3 недели, там чуть больше, подготовить очень серьезный проект. И то, что они вчера продемонстрировали, мы были просто восхищены такими результатами. Эта Олимпиада уникальна еще и тем, что впервые проводится Олимпиада исключительно по литературе и по литературам обеим, которые преподаются у нас в школе сразу. Не было разделения на знатоков белорусской литературы и русской литературы. Задание, которое выполняли ребята, было комплексным. Отрадно поделиться таким впечатлением, что Беларусь все равно белорусскомовная страна. Все равно большинство проектов, которые мы вчера увидели, были посвящены именно белорусской литературе, белорусской культуре. Год Малой Родины не прошел незамеченным для наших школьников. Почти половина участников вчера представляли нам свою малую родину. Витебщину, Могилевщину, Гомельщину, Брещину. То есть были представлены вообще все области, и о каждой мы узнали много нового и интересного. Хочется поблагодарить тех педагогов, которые смогли совершить маленький подвиг, которые нашли время для того, чтобы помочь учащимся подготовиться, поскольку все-таки, совет, какая-то своевременная помощь и даже просто поддержка нашим деткам была очень нужна. И ребята, конечно, не остались в долгу, они все вернули сторицей. У них все получилось. Мы очень надеемся, что эта Олимпиада станет традиционной, и в следующем году мы увидим уже знакомые лица и даже новые откроем для себя. Что мне, как члену жюри, было приятно видеть, что книга, которая должна всегда присутствовать в жизни любого образованного, воспитанного, культурного человека, присутствует в жизни нашего подрастающего поколения. Проекты, которые мы увидели, отличаются глубиной постижения темы, проекты отличаются самостоятельностью, проекты отличаются тем, что темы, выбранные детьми, им интересны. Было несколько проектов о связи русской литературы и искусства первой половины XIX века. Приятно было видеть, что наши участники сумели увидеть связь между литературой и искусством, что не существует отдельно литературы, не существует отдельное искусство. Они во взаимосвязи, даже в сознании наших детей. Очень приятно было отметить то, что идея о том, что 2018 год, год Малой Родины, проходила красной строкой через все работы. Это были работы, представляющие литературу регионов. И отрадно, что в основном у нас девочки принимали участие в конкурсе. Они с такой любовью говорили о своем родном крае, а они открывали и для себя, и для нас новые имена литературные. И я понимаю, что все, кто присутствовал на защите проектов, теперь, зайдя в книжный магазин, увидев знакомое имя, будет понимать, что это не просто какой-то неизвестный автор, а это тот человек, который наш земляк, нам известный, мы уже о нем что-то знаем. То есть вот эти проекты, безусловно, большой шаг вперед по
вовлечению учащихся вот в постижение мира литературы, национальной и русской литературы. Вельмі прыемна бачыць прыклады такой апантанасці, такой натхнёнасці і творчай, і навуковай, тым больш у такіх сферах, як літаратура і сучасныя тэхналогіі, якія у свядомасці большасці звычайна раз'ядноўваюцца. Я спадзяюся асабіста для сябе і для часопіса знайсці тут новых аўтараў, новых герояў матэрыялу, таму што кожны з іх, кожны з удзельнікаў сапраўды варты увагі усіх не толькі настаўнікаў, не толькі адміністрацыі школ, але і сродкаў масавай інфармацыі. Таксама спадзяюся знайсці новых чытачоў, таму што людзі, якія цікавяцца літаратурай, цікавяцца творчасцю, яны павінны яднацца і разам штосьці ствараць добрае.